Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, мы приготовили для вас только самые лучшие рецепты. И сегодня с нами готовит главный редактор газеты «Казанские ведомости» Якупова Венера Абдуловна. Здравствуйте! Исягмисис, Руслан. Исягмисис. Ну и как настоящий журналист, я смотрю, вы принесли сразу 4 книги. Да. Книга «100 историй о суверенитете». Вторую книгу «Крымские татары» о драматическом возвращении крымских татар на родину в 90-е годы. Ну и самая моя любимая книга «Музей детства в Казани». Здесь 132 игры, в которые играли татарстанцы в 20 веке. Браво, браво, хочется сказать большое спасибо. Я своим детям это передам, кстати. Спасибо. А вот эту книгу очень ждали читатели казанских ведомостей. Это «Санта-Барбара по-казански. Житейские истории о жизни рядовых татарстанцев». Венера Якупова, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, главный редактор газеты «Казанские ведомости». Родилась в деревне Красный Яр Зеленодольского района Республики Татарстан. Окончила факультет журналистики КГУ и высшую школу МВА Казанского финансово-экономического института. Работала в газетах «Зеленодольская правда», «Комсомолец Татарии», «Молодежь Татарстана». С 1995 года главный редактор газеты «Казанские ведомости». Венера Якупова – член Союза писателей Татарстана, член Союза российских писателей, заместитель председателя Союза журналистов Татарстана. Венера Абдуловна руководит рабочей группой по развитию интереса к литературе и чтению экспертного совета по региональным печатным СМИ при Министерстве связи и массовым коммуникациям России. Венера Абдуловна, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом вы к нам сегодня пожаловали? Я пришла с очень оригинальным рецептом. Кабак буткасы, то есть тыквенная каша, которая, я думаю, понравится и вам, и телезрителям. С чего мне начать, чем помогать? Я думаю, что на этот раз вы будете резать куриную грудку. Так, мясо. Да, а я, пожалуй, займусь черносливом и курягой. Ну и сразу же вопрос, откуда рецепт? Откуда рецепт? Рецепт связан с моими воспоминаниями из детства. Эту кашу готовили в деревне Мула-Иле Зеленодольского района, где я проводила свои школьные каникулы. А вообще моя бабушка Нагима Мухаммедшина кормила пшеной кашей цыплят, поэтому пшеная каша в деревне Мулвино называется шви-буткаса. Вот. Но сегодня-то мы используем по другим причинам, наверное. Сегодня мы делаем улучшенный вариант, но я думаю, что вот пшено и тыква занимают такое, знаете, историческое место в татарской кухне. Почему? Объясню. Я вот помню, у нас был праздник такой в деревне, когда долго не было дождя. Значит, детям разрешалось в этот день обливать всех, кто идет через деревню, и обливать всех взрослых. С какой целью? После того, как мы веселились, всех обливали, обливали друг друга, обливали взрослых. Значит, мы шли по дворам, собирали различную крупу, в том числе и пшеную, и потом взрослые варили нам кашу. И они же и молились. И самое интересное, на следующий день был на следующий день совершенно верно шел дождь. Дорогие друзья, после нашей программы завтра ждите дождь. Поэтому у меня эта каша вызывает приятные воспоминания. А пшено, оно исторически, с него как бы начиналась татарская кухня. Зерновые культуры присутствовали в наших блюдах до того, как картофель полонил все. Ну, я бы еще добавил к этим культурам, например, полбу, кстати. Помните такое? Помню. Вообще считаю, что кашу несправедливо забыли. Каша должна вернуться в наш рацион. Теперь у меня вопрос. Как вы к своему любимому занятию, к журналистике пришли? Расскажите нам. Ой, я думаю, это Божье провидение. Все в руках Аллаха. Я очень интересовалась литературой.
И очень хотела путешествовать по всему миру. И вот мне удалось совместить это. Я пишу, путешествую по миру. И самое главное, мне интересно изучать проблемы большие, исторические, национальные. Вот все, что я могла в журналистике, через журналистику понять, осознать, мне эта профессия все дала. Так, мясо у меня готово, Венера. Так, Как быстро. Вот что значит мужчина. так, пожалуйста. Так, Дальше. тогда я вас попрошу, я сейчас буду делать закладку, порезать тыкву. Все-таки женщине ее резать достаточно тяжело. Так, все это потом... А где горшки? Вот, пожалуйста, 4 горшочка. Мясо на дно. Вот это очень... Это часть, которая нравится мужчинам. Самые-самые вкусные. Да, но и, кстати, те, кто на диетах, худеют, занимаются спортом, тоже используют грудку во время этих процессов. Самое такое питательное мясо, когда следишь за фигурой. Это курица. Курица. Венера Абдуловна, я предлагаю вспомнить вашу первую серьезную публикацию. Где она была напечатана или издана? Как все школьники, я писала стихи, Ага. посылала их не куда-то, а в «Комсомольскую правду». То есть конкретно по одному адресу? Да. В общем, я их бомбила письмами. Они мне отвечали, что, мол, еще надо работать вам, девочка. И вот однажды 2 строчки моих стихов напечатали в популярной тогда рубрике «Алый парус». Давайте вспомним их. Осень, словно грустный пианист, будто с клавиши срывается вдруг лист. То есть это вот эта маленькая строчка? Да, она вошла в рубрику «Алый парус», но там было написано внизу мелко: к сожалению, автор, ученик Васильевской средней школы номер 1 Зеленодольского района, забыла поставить свою фамилию. Так что свою минуту славы я тогда упустила, да. И, кстати, не признал своим одноклассникам. То есть Вся школа заподозрила, что это мое произведение, но я скромно отмалчивалась. И вот Всех спрашиваю. спустя несколько лет в программе «Секреты татарской кухни» Венера Абдуловна раскрыла свой секрет стихотворения своего. Руслан, надо это все нарезать, потому что упор будет на тыкву. То есть здесь Вы-то думаете, получается- наверное, на мясо? Да, я, конечно, как. Если бы я готовил, здесь бы было вот столько мяса и вот столько тыквы. Нет. Но, Упор будет на тыкву, да. зная полезные свойства тыквы, мы все-таки делаем упор на тыкву. А вот серьезная ваша публикация, где была опубликована? Самые резонансные публикации были сделаны мною в газете «Комсомольцы Татаре» в 1989 году, после того, как я побывала в Крыму и написала серию о драматическом возвращении крымских татар на родину. Но эта публикация, она изменила мое мировоззрение и прорвала информационную блокаду, в которой тогда находились крымские татары. Центральная пресса их проблемы не замечала и не хотела писать, поэтому они были вынуждены искать в Татарстане помощь, поддержку, которую мы им оказали. Самое интересное, что сейчас мы шефствуем над Бахчисарайским районом. Наша республика. Да, наша республика. И я думаю, что это правильно, потому что у нас общая история. И самое главное, мы братья и сестры не по крови, а по духу. Мы хотим достойно жить на родине. Здесь остается только поаплодировать, дорогие друзья. Итак, вторым Так, сейчас. слоем у нас идет чернослив. Да, Затем будет куряга. куряя. Так. Она придаст пикантность и мясу, и пшенке. Сейчас мне нужна соль и перец. Так. Пожалуйста, соль. Черный перчик. Оригинальный как. Так. Какие-то специи используемые? Да. Специи для вторых блюд. Так, Вот вы мне скажите, вам приходилось это блюдо пробовать? честно, нет. А оно наше татарское национальное блюдо. Представляете? Вот. Мы сейчас с вами делаем большое дело. Вот видите, более чем за 300 программ все-таки есть блюда татарские, которые мы только-только Да. впервые готовим на нашей программе. Я думаю, многие захотят. Так, соль. Венера Абдуловна, мне кажется, многие знают, особенно ваши подписчики, что в марте вашей газете исполнилось 24 года, газете «Казанские ведомости», а вы возглавляете ее уже 20 лет. Да. Здесь, во-первых, мы аплодируем. Это все-таки Спасибо большое. очень серьезный срок. Вот расскажите, за 20 лет что произошло? Вот как в вашей работе, в самой газете что-то изменилось? Ну, сначала я добавлю специи. Да, это Давайте. про блюдо мы не забываем. Да, про блюдо мы не забываем. Хочу сказать, что самое главное, что мы нашли свою аудиторию, очень большую,
Последняя подписная кампания, 20 тысяч человек на нас подписалось. Это, я считаю, просто нам оказано большое доверие. И читатели очень часто к празднику присылают нам поздравления в стихах, в открытках. А когда со мной встречаются, они говорят: читаем газету от корки до корки. Ну что еще нужно? То есть, значит, наша информационная кухня работает хорошо. Нас Ну а читают. сложно вот удержать читателя, ведь сейчас есть интернет, все новости в основном читают через интернет, через электронные книги. Что для этого делается? Для этого мы постоянно работаем над содержанием, мы постоянно что-то придумываем, проводим конкурсы различные. Но самое главное, мы сделали упор на семейные ценности. Мы делаем газету для семейного чтения. Сейчас будем закладывать пшено, примерно 4. Ну, все делаем как бы на глазок, как нравится. Смотрите, в хозяйке. прозрачном горшочке, как Да, красивый чернослив и красиво, курага. да. Здесь 4 цвета, и 5-м будет тыква. Ну, Так, здесь отлично. сказывается моя любовь к фотографии. Очень я люблю зрительные эффекты. Это блюдо, кстати, украсит любой семейный стол. А какие семейные рубрики есть в вашей газете? У нас есть рубрика «Семья». У нас есть рубрика «Санта-Барбара по-казански», в которой мы рассказываем простые истории житейские, которые очень нравятся нашим читателям. Они нам и рассказывают, они и поставляют эти темы нам. Венера Абдуловна, вот сколько уже на нашей программе, да, сейчас минут 10 готовим, и вы до сих пор не похвалились кулинарными рубриками вашей газеты. Их ведь более 5, они очень популярны, они разнообразны. Вот о них пару слов буквально. Так это же я оставила на десерт. Я хочу сказать, что у нас не обычные кулинарные рубрики, а все с изюминкой. Например, у нас есть рубрика «В своей тарелке». Она была придумана для того, чтобы познакомить не только с кулинарными вкусами народов, живущих в Татарстане, а вы знаете, у нас живет больше 100 национальностей, да? Но и для того, чтобы показать приезжих. Вот в частности у нас были англичане, бельгийцы, французы. То есть насколько им комфортно здесь? Да, насколько им комфортно. Поэтому мы приходим, готовим вместе с ними какое-нибудь блюдо, и они нам рассказывают, комфортно им или не только о традициях своего народа, но комфортно ли им в Республике Татарстан. Вот сколько я знаю приезжих иностранцев, они даже уезжать не хотят. Настолько им нравится наше блюдо. Ну вот, мне кажется, любой иностранец, который сейчас нас смотрит и понимает по-русски, Да. готов подтвердить мои слова. Татарстан для этого просто идеальная площадка, как мы дружим, как мы существуем с разными взглядами, с разными национальностями. У нас различные религиозные убеждения, но тем не менее живем в большом котле, и наш опыт уже во всем мире изучают. Живем и вкусно готовим. Да. Ингредиенты у нас практически Готовы? все да? уже, да, Да. в горшочке. Сейчас я мы буду, будем да, закладывать тыкву. Руслан, я думаю, вы мне поможете? С удовольствием, с удовольствием. Тыкву. Давайте вот эти 2 Привет, горшочка да. Да, вот я давайте. возьму на себя. Да. Вот возьмите. Так. Заполняем. Ну, конечно, не до конца. Надо, чтобы поместилась вода. Равномерно мы сейчас все это распределим. Ну, у нас не единственная эта кулинарная рубрика, у нас их много. Есть рубрика «К воскресному столу», есть рубрика «Приятного аппетита». Мы стараемся что сделать? Во-первых, дать сезонные блюда. Во-вторых, очень модно сейчас, когда своими рецептами делятся звезды. Политики, эстрады. Нам специально присылают из Москвы рецепты. А есть рецепт московской звезды, который вам больше всего запомнился? Нет, я стараюсь готовить, По рецептам нашим татарским. Татарских звезд. как сказать, я стараюсь готовить то, чему научили меня родители. Что мы готовим сегодня? Да, я считаю вообще. Да. Вот видите, как красиво получилось. Итак, наши горшочки Да. готовы, и мы заливаем все это кипяченой водичкой. В пропорции Ну, заливаем просто, да. полностью. Да. Так. В этом блюде, кстати, можно добавлять протертый сыр, но это для любителей. Так, закрываем крышкой. Я думаю, Противень берем. Да, Давайте подождите, выложим их. подождите. Так будет нам удобнее. по-моему, очень смотрится хорошо. Вот вам и новое блюдо в вашу кулинарную рубрику. Приглашайте в гости, приготовим ее для всей газеты, для всей редакции. Итак, горшочки отправляем в духовочку. Алла тапшырдык. И после небольшой паузы мы приготовим еще одно блюдо. Фабак Баткаса.
На дно порционных горшочков положили нарезанные кусочками филе куриной грудки. Мясо приправили специями, сверху добавили чернослив и курагу. Далее положили пшено, нарезанную кубиками тыкву, залили горячей водой и поставили в духовку на 30-40 минут. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня очень полезные блюда вместе с главным редактором газеты «Казанские ведомости» Венерой Абдуловной, которая улыбается, радуется. И сегодня она принесла рецепт под названием Кабак баткаса. «Каша из тыквы». Также, конечно же, там есть и курочка, и оно у нас в духовочке. Руслан, Совсем скоро мы его попробуем. Пока у нас готовится основное блюдо, давайте перейдем к десерту. Еще будет десерт. Да, И десерт называется альба. альба. Старинное татарское блюдо альба готовится из... Оно готовится из муки, из воды, из масла. И сахарный песок. Да, сахарный песок. Достаточно просто. Я думаю, что вы под моим руководством его приготовите, а я вам буду подавать ингредиенты. Вот С удовольствием. сейчас, да. Итак, для этого нам понадобится кастрюлечка. Так. Сковородочка. Так, кастрюлю добавляем. Да. Воду, Так, полстакана водички. Да. Дальше. сахарный песок. Весь засыпаем туда. Весь. Так. Отлично. И... И начинаем это помешивать. А на сковородочку мы выкладываем сливочное масло. Вот столечко. грамм 200. Так. Ждем, когда она растопится, и пока надо приступить к помешиванию. Давайте сделаем это да, вместе. Давайте. Кулинарный дуэт. Вы Нет. помните наше детство, когда не было конфет, не было жвачек? Ну, как вам сказать? Вот это До 7 лет ничего не было, а потом все было. Вот Это в моем детстве. Это все заменяло нам десерты. И мы не жаловались. Я думаю, многие зрители вспомнят свое детство, когда мы приготовим это блюдо. Венера Абдуловна, у меня есть к вам вопрос. Я знаю, что вас выбрали руководителем группы по развитию чтения в России. Есть То такой есть факт. должность звучит серьезно, на самом деле. Да. Это вызов для вас новый? Я с удовольствием возглавила эту группу, потому что считаю, что бумажные книги играют колоссальную роль в развитии человечества. Я не против гаджетов, не против совершенно. Я тоже люблю читать электронные книги, но я считаю, что бумажные книги на сегодня незаслуженно забыты и обижены. Самый читаемый город какой в России, кстати? Я надеюсь, что Казань. Вот он, патриотический Да. ответ. Более того, я могу сказать, что «Казанские ведомости» собираются вместе с Союзом журналистов объявить такую акцию «Читающий Татарстан», подключить всех коллег, приглашаемые и телевидение, делать серию публикаций, поскольку год литературы, написать о проблемах чтения в нашей республике, потому что совсем недавно, несколько лет назад, Татарстан занимал первое место в России по количеству подписчиков на тысячу душ населения. Я помню, что эта цифра превышала 500 человек. Вот я вижу, что масло уже растопилось, Да. и мы сейчас сюда добавим муку высшего сорта. Так. Я думаю, вы добавите тоненькой струечкой. То есть ответственное задание. Да. Ну, я думаю, что вы уже кулинар высшей категории. Но вот это блюдо я не готовил, конечно. Так, и не пробовал. То есть у вас сегодня особый день. Вы можете прийти и порадовать свою семью тем, что вы сегодня пробовали оригинальное блюдо. Но самое главное, чтобы оно нам с вами понравилось, чтобы оно у нас получилось. Да, я это блюдо, кстати сказать, пробовала в детстве и с удовольствием испытаю его на вкус сегодня. Руслан, я вижу, мука подрумянилась. Так. Сейчас я буду вливать в нее сироп, а вы Хорошо. помешивайте. Давайте. Осторожненько. Вот так вот. С аппетитным шипением. Видите, какой запах пошел? Все по рецепту. Ну, это самый интересный вопрос у меня остался к вам. Все-таки чем лучше вот настоящая газета и книга, нежели электронная? Почему важно и лучше читать вот вживую, взять вот так вот в руки книгу, открыть ее? Вот ваше мнение. Так, кстати, Так, забываем. подождите, не забывайте помешивать, Руслан. Ну, согласитесь, держать в руках печатную книгу – это особое удовольствие. Но, как выяснили ученые, это еще очень полезно для развития интеллекта человека. Вот то, что выросло поколение, которое все читает в интернете, очень беспокоит
мировую общественность, представителей науки, потому что выяснилось, что выросло поколение, которое не может читать книги. Представьте, что мы получаем на выходе в ближайшие десятилетия людей, которые будут незнакомы с мировой классикой. Нет, ну ее же можно прочитать в интернете. Они не читают длинные тексты, поскольку они с 3-4 лет садятся к компьютеру, у них появляется навык переходить от ссылки к ссылку. И я не думаю, что такой ребенок в состоянии будет читать «Войну и мир», например. Ну какие советы дадите родителям? Как заставить детей читать книги? Мне кажется, пример должны показать сами родители. Это называется у профессионалов теплый контакт. Если будет библиотечка в доме, книжный шкаф с настоящими бумажными книгами, если ребенку на ночь будут читать сказки родители, и дети будут видеть, что родители сами время от времени читают, то все будет в порядке. Поэтому, друзья, читайте. Бумажные и все у вас получится. книги. Бумажные книги и газеты, конечно же. Так, посмотрите, пожалуйста, мне кажется, у нас уже все готово. Нет. То есть сколько это все? Это примерно 15 минут надо мешать. Итак, сейчас мы 15 минут все это тщательно помешаем. Наш десерт будет готов, и как раз к этому времени подойдут наши горшочки. И все будем вместе пробовать. Альба. Кипящее сливочное масло, постоянно помешивая, всыпали муку. Когда мука приобрела желтоватый цвет, в нее добавили заранее приготовленный сладкий горячий сироп и варили на медленном огне еще 15-20 минут. В итоге должна получиться густая, маслянистая, сладкая масса. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших сегодняшних блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Венера Абдуловна, посмотрите, как у нас красиво. Да. Ну и скорее хочется попробовать. Так, там любовь. Бисмилля рахман рахим. Интересно. Так же, как и в глиняном горшочке, даже, по-моему, лучше. Ну, не знаю, секрет ли это горшочка, да. Либо это секрет всех наших компонентов, которые мы перемешали. Но каша получилась что надо. Я очень бы хотела, чтобы, живя в Татарстане, мы отдавали предпочтение все-таки своим национальным блюдам. И самое главное, это блюдо полезно. Да. И я считаю, что татарская кухня – самая лучшая кухня в мире. А сейчас мы попробуем не только татарские блюда, а старинные татарские блюда наших бабушек, дедушек. Альба. Десерт. Альба. Да. Ее мы поместили вот так в красивую тарелочку. Обычно здесь налетает детвора в деревне. Да. И каждый по ложечке, по ложечке. Это блюдо моего детства. Я думаю, его сейчас очень сложно где-то найти. Можно только самому приготовить на кухне. Сейчас попробуем. Очень вкусно и замечательная замена всем уже надоевшим, мне кажется, магазинным сладостям. Готовьте дома, готовьте полезно, готовьте со вкусом. Венера Абдуловна, для вас у меня есть приятный сюрприз. Подарок от нашего партнера. Кукмарский завод металлопосуды представляет новую посуду линии «Палитра». Это оригинальное цветовое решение, толстостенный корпус и современное антипригарное покрытие. Так и хочется скорее взять в руки эту посуду и приготовить что-нибудь вкусное. Венера Абдуловна, большое вам спасибо за этот прекрасный стол. Мы сегодня всю программу говорили, конечно, и о кулинарии, и о вашей работе. Но отдыхать-то время у вас есть? У вас есть хобби? Хобби? Я люблю петь. Мне кажется, это отличная идея для завершения нашей программы. Для вас поет главный редактор газеты «Казанские ведомости» Якупова Венера Абдуловна. Ну, я думаю, что к этим блюдам подойдет татарская народная песня «Кубелегим тугарегим». Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән. Ул да минем сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым җырлап җибәрә микән. Бекзат Ахмед! Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Мы поем, готовим, и все это только для вас. Смотрите нас каждую неделю. Сау болок, дуслар, Рахмет! Рахмет!